Так, и следующий у нас выступающий — это Никита Антонович Аргылов, научный сотрудник Центра этносоциологических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, город Якутск. Цифровые вызовы этнической журналистики на российском Дальнем Востоке. Я бы хотел обратить внимание дорогих участников конференции на такой аспект, что наша конференция международная, научно-практическая, но я как понимаю, акцент здесь будет все-таки на практические аспекты, соответственно, я попытаюсь обратить на них внимание, пользуясь тем, что это такое солидное мероприятие. Если немножко вникнуть в тему, то вообще этническая журналистика, безусловно, претерпевает не самые лучшие времена. Оно связано, конечно же, с тем, что медиасистема претерпевает самоопределенные кризисы, в частности, в разрушении традиционных бизнес-моделей. Это и технологические изменения, и они, безусловно, сильно отразились на нем. И перед тем, как вообще перейти к сути, я попросил бы следующий слайд. Я бы хотел продемонстрировать вам этнические СМИ, которые функционируют на Дальнем Востоке. Как мы знаем, на Дальнем Востоке у нас 11 субъектов. И в целом про этнические СМИ обзорная работа у нас вышла в этническом ежегоднике, который издает факультет журналистики МГУ за 2020 год. И, пожалуйста, следующий слайд. Там более подробно расписано. И я бы сейчас хотел вам продемонстрировать в целом, что же на сегодняшний день представляют собой этнические СМИ Дальнего Востока. Первый мы видим газету НИФ, которая выходит в Сахалинской области. Внизу вы, в принципе, на слайде видите характеристики этого издания, короткое. Оно выходит в качестве приложения, да, в Сахалинской газете. Мы видим, что она выходит, во-первых, в печатном виде, а во-вторых, у нее интересная подача. Половина материала на полосе — это на русском языке, а вторая половина на нифском. Да? Следующий слайд, пожалуйста. Это известная газета в Якутии, это газета «Илкен». В интернете есть только за 2020 год, я прошу на это обратить внимание. Следующий слайд, пожалуйста, я не буду обращать внимание подробно, вы знаете. Следующая газета — это единственная газета на Приморском крае «Утро Востока», которая издает корейский центр, и он преимущественно на русском языке. Следующий слайд. Это газета Еврейского автономного округа «Биробиджан-Штерн». Это, наверное, одна из самых интересных изданий. Вы видите, тоже она немножко похожа на издание Сахалинской области. В отличие от других, у нее и интенсивность выхода достаточно плотная. И в целом исполнение и содержание создает приятное впечатление. Следующий слайд, пожалуйста. И Камчатский край, скажем так, недостаточно не периодично, как бывает классические СМИ, да, ну, можно сказать, регулярно выпускает газета «Абориген Камчатки». Вот такое издание, которое обращает внимание к вопросам этнических меньшинств. Пожалуйста, следующий слайд, если можно. Что же я бы хотел этим вообще сказать, да? В целом, если мы говорим про цифровизацию, в целом про некоторые вызовы, первое, что бросается в глаза, это, безусловно, если по формальным признакам, это отсутствие, скажем, интернет-представительств изданий, то есть газеты выходят исключительно в принт-версии, вот, и в условиях разрушения дистрибуции периодических изданий, конечно же, это вызывает большие вопросы и вызывает подтверждение того, что издания
крайне сильно теряют свою аудиторию и не отвечают вызовам цифровизации. Следующий аспект, я бы хотел обратить внимание на вообще такую типологическую характеристику изданий, как содержательный аспект. То есть вообще эти типы таких изданий испытывают колоссальные проблемы. Во-первых, это кадровый вопрос. Они регулярно на форумах, встречах на высоком уровне, на отраслевых об этом говорят. И прежде всего, это отсутствие специалистов, и я бы хотел сказать специалистов высокой квалификации, потому что если мы говорим, что это журналистский продукт, то мы должны говорить про эффекты, которые дает это журналистское произведение. Если это современный медиапродукт, он, безусловно, должен исполняться на высоком уровне, если она хочет занять нишу в медиа-меню современного жителя этих территорий. Следующий момент, конечно же, он взаимосвязан с тем, что я обозначаю кадровый вопрос. Это финансирование, отсутствие вообще СМИ в интернете, в частности, этнических СМИ, говорит о том, что редакции не имеют финансовых возможностей для того, чтобы себя заявить в медиапространстве. И тем самым хочется сказать, что требуются определенные государственные вливания в том, чтобы эти СМИ могли заявить о себе в интернет-пространстве. Следующий аспект очень важный. Дальше обратить внимание на содержание, чтобы кроме представительства в интернете, дальше эти СМИ поддерживались. И, пожалуйста, последний слайд. Это вообще я хотел бы обратить внимание, безусловно, на кадровый вопрос, потому что мне кажется, что ключевым аспектом вот этой проблемы все-таки является кадровый вопрос. И прошу обратить внимание на проблематику с того аспекта, что редакции этнических СМИ, их вообще перспективы связаны с притоком молодых специалистов, и нам нужно задаться вопросом, хотят ли молодые специалисты, в частности студенты направления журналистика, обучающиеся в вузах, работать, трудоустроиться в такие коллективы. На наш взгляд, это кажется историей фантастической, потому что ни условия труда, ни продукт, который они выпускают, ни другие характеристики не являются интересным для современного выпускника. Соответственно, мы можем констатировать, что этнические СМИ государство на сегодняшний день финансирует по остаточному принципу, и эта тема является крайне неприоритетной, потому что они номинально присутствуют в медиапространстве, и для развития, для того, чтобы обратить на них внимание, и культура функционировала, язык функционировал, и вообще культура транслировалась, и требуется именно посильное государственное участие. В целом в слайдах у меня были такие моменты, что именно на сегодняшний день этническими СМИ занимаются только государство, то есть учредителями этих СМИ чаще всего, преимущественно всего являются государственные органы, и в крайних случаях этим занимаются общественные организации на такой, скажем так, общественных началах. Выпуск СМИ, функционирование периодического издания – это вообще затратное дело, и, безусловно, это во всех документах нормативных и стратегических документах декларируется, что мы за сохранение и развитие языков. Так вот, нужно обратить внимание, что для того, чтобы
ежедневная наша речь и вообще в целом языки функционировали, нужно для этого медиа, которое мы хотели бы потреблять, которое нас заставляло призадуматься о каких-то вопросах, и мы на этом языке хотели и могли разговаривать. Спасибо большое за внимание. Благодарим за интереснейшие выступления, Никита Антонович. Уважаемые участники конференции, может, у вас есть вопросы, комментарии, предложения в дополнение? А можно я дополню, да? Да. Ага. Здравствуйте, Юрген Мы Михайловна. являемся Саха Печать, мы являемся издателем газеты «Илкен». И хочу добавить как комментарий, да, что «Илкен» присутствует в сети интернет. У нас запущен в прошлом году портал «Илкен», да. Он работает, и в нем есть различные возможности не только для текстовых материалов, да, но и для мультимедиа тоже. Тоже согласна с тем, что присутствует у нас кадровый голод, именно специалистов, владеющих языками. Илкен у нас публикует материалы на различных языках коренных малочисленных народов Севера. Это чукотский, эвенский, вентийский, долганский, юкагирский. Да, и, конечно, мы тут испытываем как потребность в тех, кто готов был бы на этих языках готовить материалы, так и, с другой стороны, в тех, кто бы читал эти материалы и именно на языках этих. Поэтому тут присутствует, конечно, и русский язык большей частью, да, как мы заметили в выступлении. Вот именно в этом типологическом моменте на Дальнем Востоке у нас в этой линейке изданий. Спасибо, это была добавочный комментарий. Спасибо большое. Я хочу делать ремарку небольшую. Действительно, у газеты «Илкен» есть представительство в интернете, однако последняя PDF-версия газеты есть в доступе только за июнь 2020 года. И в этом вопросе возникает история, что есть отличная опция архив посмотреть, в целом вообще быть в курсе событий. Но не все материалы. И создается впечатление, что газета не выходит больше, хотя она, конечно же, имеет определенную периодичность и момент. Что касательно мультимедийности, безусловно, здесь это прекрасная возможность, и ее нужно, наверное, упаковывать как журналистский продукт. Однако, я сегодня это не представил, но мы, в принципе, пытались сделать подтверждение вашему контент-анализ изданий, и преимущественно языки этих этнических меньшинств, коренных народов, выходят эпизодично и фрагментарно. То есть они есть, мы не говорим, что их нет, но они выходят фрагментарно вплоть до одного раза в год. Но они есть формально, так? Поэтому особенность того, чтобы выпускники обратили на это внимание, и целевая подготовка шла, это должно, наверное, говорить о том, что место работы должно быть крайне желанным, да, особенным, и отдельно на него обратить внимание, потому что это вопрос приоритетного плана. Его нельзя поставить в один ряд как вакансия, например, в той же издании Улус Медиа, допустим, да, или же сам Сахан Якутии, потому что Илкен — это особенное издание, гордость и очень важное издание, которое должно функционировать, оперировать в переговорах с учредителем на отдельной ноте, потому что это действительно важная история именно функционирования языка. Спасибо большое.